Согласно нашего устава, утвержденного в Минюсте, мы сейчас, Национальный конгресс татар, может практически вести свою деятельность в 24 субъектах Российской Федерации. И мы делаем большую ставку сейчас на Донецк, Луганск и Среднеазиатские республики. Нам было очень полезно сегодня встретиться практически со всеми среднеазиатскими республиками. Мы сегодня встретились, пообщались. Дружеская обстановка. Мы их пригласили в Москву. Но политика политикой, дружба дружба. И дружить намного приятнее, когда помимо этой дружбы еще идут какие-то торгово-промышленные, экономические связи, сделки, проекты. Поэтому мы, всех среднеазиатские республики пригласили в Москву на встречу. Кто-то даже уже успеет приехать на нашу очередную встречу Национального конгресса татар 31 числа. Прекрасные были встречи, хорошо все организовано. Есть мелкие шероховатости, пища для критиков. Но пусть кто-то еще сможет так организовать. И именно у нас ведь, вы знаете, у нас ведь в России есть много городов: Ставрополь, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, много городов-миллионников. Но такого уровня форум с таким содержанием, с такой подготовкой, это только в Казани и только у нас, и мы этому очень рады. Штабу татар от земляков из Альметьевска большой пламенный салям! Сегодня из страны, и с нашими основными торговыми партнерами являются Казахстан, Узбекистан, Турецкая республика, Индонезия. Можно сказать, что наша экономика основана на промышленности. На сегодня Сибур — это глобальная компания. Мы представлены более чем в 90 странах. У нас в портфеле несколько сотен клиентов. В последнее время мы активно смотрим и развиваем свои продажи в регионы Ближнего Востока, азиатские регионы. Но основной наш бизнес в России. 16 субъектов федерации, там, где находятся наши предприятия. Порядка 60-65% сбыта нашей продукции – это продукция, которая используется в Российской Федерации. Считаем, что к 2025 году у нас грузооборот в этом направлении должен вырасти в 2 раза, не менее чем до 30 миллионов тонн, а к 2030 году до 35 миллионов тонн. Это 155% по отношению к 2021 году. Мы постоянно работаем над повышением товарооборота между дружественными странами и, безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии данного коридора. В настоящее время правительство ведет работу по реализации дорожной карты, развития транспортного инфраструктуры коридора Север-Юг. Международный транспортный коридор Север-Юг – ключевой элемент транспортного каркаса Евразии. Транспортный коридор имеет особое значение для Евразийского экономического союза, как важный альтернативный коридор экономического развития и как ответ на экономические и политические влияния Евросоюза. Страны, расположенные вдоль оси Север-Юг, проявляют интерес к взаимодействию. Начиная с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о свободной торговле с Ираном. Аналогичные переговоры со свободной торговлей ведутся между ЕАЭС и Индией. Интересы имеются также и у других стран Южной Азии и Персидского залива. Gentlemen, a few words about the platform. Несколько слов о платформе. This is the first Russian EV platform. Это первая российская It's платформа fully электронного автомобиля. scalable to bigger segments. Может масштабироваться на более крупные сегменты. And this has been developed in Novodevichy Journey in Tatarstan. Разработка велась в Набережных Челнах в Татарстане. We have about 500 engineers and IT experts sitting in Novodevichy Journey and working on this. RDS. Компания Росатом АВС также будет производить электродвигатели, которые здесь будут, которые здесь используются. Nanjing, China, we have about 90 people, Russian and Chinese, working together with Chinese supplier, and especially on the high voltage system.